Достойно есть. Подвязался старец со своим учеником на Святой горе Афон, вы знаете это описание. И когда старец должен был пойти на престольный праздник, ученику дал послушание прибыть в келье и воспевать чистую Божию Матерь. И этот монах воспевал честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаю, потому что всякое дело, какое бы он начинал, он всегда обращался за благословением к Матери Божией. И вот вдруг идет какой-то некоторый незнакомец, зайдя в него келью, говорит: брат, давай споем еще песнопение в честь Пречистой Божией Матери. И стал петь: достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего. Когда тот незнакомец запел эту удивительную песнь, то тот ученик изливал слезы и просил: братья, научи меня этой молитве. Тот попросил хартию, бумагу и перо, чтобы написать. Он говорит: прости, мы со старцем живем настолько бедно, что у нас нет этого, прости не может. Тогда вот незнакомец попросил каменную плиту, взял ее на руки и перстом стал по этому каменному плиту писать эту молитву. И под его пальцем камень, как по воску, стал писать, запечатляя удивительную молитву, которую ныне все православные христиане каждый день воспевают. Давайте еще раз, как достойно есть, помажемся святым маслом от иконы Божьей Матери Чудотворной Смоленской путеводительницы. А вам желаю всем спасения и покров Пречистой Божьей Матери. Мы помним наставление святых отцов: перед всяким делом, какое бы ты ни начинал, всегда бери благословение Матери Божьей, и тогда Господь тебе даст первую ступень видения своих грехов.